Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! С вами я, Сафаров Равшан Раджабалиевич, учитель русского языка. Сегодня мы с вами поговорим о сложно подчиненных предложениях. Итак, тема нашего урока – сложно подчиненные предложения. Цель – показать виды сложно подчиненных предложений и рассказать о них. Сложно подчиненные предложения – это предложения, включающие в себя одно главное и одно или несколько придаточных предложений. Например, это прекрасно, что город стоит на берегу реки. Данное предложение сложно подчиненное. Виды сложно подчиненных предложений, сокращенно СПП. Сложно подчиненное предложение с придаточными определительными, дополнительными, их еще называют изъяснительными, и обстоятельственными. Сложно подчиненное предложение с придаточными определительными. Придаточные определительные отвечают на вопросы определения. К главному предложению придаточные определительные прикрепляются союзными словами «который», «какой», «чей» и другими. Например, знание литературы и любовь к ней есть тот минимум, который определяет культуру человека. Минимум какой, который определяет культуру человека. Это сложно подчиненное предложение с придаточным определительным. Обратите внимание на кластер. Придаточные определительные отвечают на вопросы «какой», «который», «чей», прикрепляются союзными словами «какой», «который», «чей» и другими. В главном предложении относятся к существительному или личному местоимению. Сложно подчиненные предложения с придаточными дополнительными. Придаточные дополнительные отвечают на вопросы дополнения. Прикрепляются к главному союзами «что», «будто», «чтобы» и другими. И союзными словами «то», «что», «как» и другими. Например, люблю, когда сосна шумит. Люблю что, когда сосна шумит. Это предложение с придаточным дополнительным. Кластер номер 2. Придаточные дополнительные. Отвечают на вопросы косвенных падежей, прикрепляются к главному предложению как союзами, так и союзными словами. В главном предложении относятся к глаголу. Сложно подчиненное предложение с придаточными обстоятельственными. Придаточные обстоятельственные отвечают на вопросы обстоятельств. Разновидности обстоятельственных придаточных. Придаточные места, времени, причины, следствия, образа действия и степени, сравнения, цели, условия, уступки. Кластер номер 3. Придаточные обстоятельственные. Отвечают на вопросы обстоятельств, прикрепляются как союзами, так и союзными словами. Придаточные места отвечают на вопросы «где», «куда», «откуда» и прикрепляются к главному союзными словами «где», «куда», «откуда». Придаточные времени отвечают на вопросы «когда», «как долго» и другие. Придаточные причины отвечают на вопросы «почему», «отчего», прикрепляются к главному союзами «потому что», «оттого что» и другими. Придаточные следствия прикрепляются к главному союзам «так что», отвечают на вопрос «что из этого следует».
Придаточные образа действия и степени отвечают на вопросы «как», «каким образом», «в какой мере» или «степени». Прикрепляются к главному союзными словами «как», «насколько» и другими. Придаточные сравнительные относятся ко всему главному и прикрепляются к главному союзами «как», «словно», «будто» и другими. Придаточные цели отвечают на вопросы «зачем», «для чего», «с какой целью». Прикрепляются к главному союзами «чтобы», «затем чтобы» и другими. Придаточные условия отвечают на вопрос «при каком условии?». Относятся ко всему главному и прикрепляются союзами «если», «коли» и другими. Придаточные уступки отвечают на вопросы «несмотря на что», «вопреки чему». Прикрепляются союзами «хотя», «пускай», «несмотря на то, что» и другими. Примеры сложно подчиненных предложений. Если солнце не потушат, будут зайчики всегда. Будут зайчики всегда при каком условии, если солнце не потушат? Это придаточное условие. Прикрепляются союзом «если». Пускай еще не высохли чернила, словам уже бессмертие дано. Словам уже бессмертие дано, несмотря на что? Пускай еще не высохли чернила. Это придаточные уступки. А теперь давайте потренируемся. Продолжите предложения, добавив в них придаточные. Определите вид придаточных. Я убежден. Могу с уверенностью сказать. Мне кажется. Работаем. Переделайте предложения так, чтобы они стали сложно подчиненными. Читаем. Проверяем. В книге есть отчет о пути, который прошло человечество. Страница книги – огромный экран, который отображает действительность. Без книги человек был бы путником, который затерялся в ночной пустыне. Домашнее задание. Написать небольшое эссе на тему «Таджикистан – мой край родной», используя при этом сложно подчиненные предложения. Итак, сделаем вывод. Значение придаточных в сложно подчиненных предложениях можно определить по вопросу, по союзу, союзному слову или по синтаксической роли указательных слов. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч!